приветствуем вас в нашем родном Доме дружбы народов Татарстана. Сегодня действительно большой праздник в нашем Доме дружбы народов, и герои нашего вечера — это два народных поэта, двух великих народов. Народный поэт Республики Татарстан, литературный критик, драматург, государственный и общественный деятель, заслуженный деятель искусства эссе, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Ринат Максумович Харис. Можно, пожалуйста, вас поприветствовать, и аплодисменты для вас. А также народный поэт Чувашской Республики, член Союза писателей СССР, прозаик и переводчик, журналист Валерий Владимирович Тургай у нас сегодня в гостях. Мы сегодня празднуем ваш юбилей. Это прекрасная дата, 80 и 60, и мы рады быть вместе с вами и отпраздновать ваш праздник, хоть он уже состоялся, но в таком близком кругу, наверное, еще не состоялся, поэтому очень рады видеть. И, конечно, сегодня присутствуют почетные гости. И наше мероприятие, теплое мероприятие, которое так и называется «Два народа, две судьбы». И разрешите поприветствовать гостей, которые присутствуют в нашем зале. Заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Данилович Натфулин у нас сегодня. Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Назаря Загреевна Закирова. Заместитель председателя Совета Ассамблеи, руководитель исполнительного комитета Совета Константин Геннадьевич Яковлев, также директор Дома дружбы народов Республики Татарстан Ирик Ильдусович Шарипов, а также у нас большая делегация, наши друзья от Чувашской Республики. Конечно, депутат Государственного совета Чувашской Республики, директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Петр Степанович Краснов сегодня здесь с нами. Валерий Николаевич Гордеев здесь также. Добрый день, Исянмесес. Заместитель директора Чувашкино Олег Михайлович Цыпленков здесь будет сегодня, запечатлит все наши моменты. И режиссер-сценарист Чувашкино Алексей Николаевич Енекин также у нас сегодня присутствует. И, конечно, еще вместе с нами оперная певица, лауреат международных премий Двойного Валентина. Также мы ее сегодня услышим. И, конечно, торжественно... Извините, Акшакаров Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич! Анатолий Васильевич. Самый симпатичный гость, наверное, нашего вечера. Извините, пожалуйста. Конечно, сегодня теплая атмосфера. Сегодня присутствуют только друзья, только почетные гости. И, конечно, мы очень рады видеть вас. Спасибо, что приехали. Спасибо, что уважили. И, конечно, чтобы торжественно открыть наш вечер, вручить награды и, конечно, подарки, разрешите предоставить слово заместителю министра культуры Республики Татарстан Дамиру Даниловичу Натфулину и депутату Государственного совета Чувашской Республики, директор Чувашкино Государственного института гуманитарных наук Петр Степанович Краснов. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мне очень приятно, во-первых, даже неудобно, что первым дали слово. Я сам тоже от культуры, от науки, от много от чего, и министром культуры был. Вот два народных поэта, да? Но они еще два заслуженных работника культуры. Вот Ринат вы представили как работника, заслуженного работника культуры Чувашии, а Валерий Владимирович, он заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Вот видите, какая взаимосвязь. Вы знаете, я сейчас вспомнил историю многолетней давности. Будучи министром культуры, наша делегация пригласила Зелью Валееву на юбилей уже много лет тому назад, столетие театра имени Камала. И вот пришлось мне выступать, стою вот так большой зал, там присутствие президента и так далее. И я говорю о наших взаимоотношениях, о нашей дружбе, и по залу идет Ринат Максумович. Я говорю, вот видите, говорю, народный поэт, чуть не сказал Чувашии. Вот душа вот так лежала к тому, но на самом деле Ринат Максумович настолько наследил, настолько много сделал. И вот два моих товарища, один постарше
другой помоложе, настолько много сделали, мне просто приятно об этом говорить. Наши отношения вот уже 30 лет и более. Я вспоминаю работу еще в Верховном Совете Татарской ССР в свое время. И когда уже будучи министром печати, ко мне пришли, по-моему, Порфирий Афанасьев, тоже народный поэт Чувашии, родом из Татарстана, у нас много таких деятелей, и Ринат Максимович. Мне говорят, вот Татарстанское книжное издательство издало книгу, по-моему, Порфирия Афанасьева. Я говорю, ну что, долг платежом красен. И, Ринат Максимович, помните, в 1995 году, она уже здесь, да, вот она здесь, мы издали «Юраду Сукмагия», «Тропинка любви», это стихи и поэмы Рината Максимовича. Спасибо, Валерий, что ты взял ее с собой. Вот с тех пор идут наши отношения, а неугомонная энергия молодого друга Валерия Владимировича, конечно же, не дает нам покоя, он много-много чего сделал, много делает. Хочу сказать, что спасибо вам, вот, писатели, поэты, люди, творческие люди, деятели культуры, искусства, потому что во многом вы идете впереди. Во многом вы нам показываете пример взаимоотношений, дружбы и сотрудничества. Вот, смелости ради могу сказать, что мы тоже сейчас, вот я последние 6 год возглавляю Институт гуманитарных наук, это у нас 3 в одном. В Татарстане Институт истории, Институт археологии академические и языка, литературы и искусства. Всех 3 я руководителей хорошо знаю. Мы дружим, взаимодействуем. И вот впервые за 50 лет, коллеги, это в науке очень часто бывает, мы наладили такие отношения. Впервые в истории мы в прошлом году, в октябре, провели Всероссийскую конференцию «Татары и чуваши в виде одного древа». Один день работали в Чебоксарах, 2-й день в Казани. Впервые мы начали за 50-60 лет копать раскопками на территории Татарстана. Мы были в Лаищевском районе, Тарлыши. К нам, коллеги, друзья, постоянно на наших памятниках. Впервые в прошлом году мы были в совместной экспедиции по Татарстану уже с Институтом языка, литературы и искусства. То есть вот такие тесные отношения наладились. Вот спасибо вам, потому что вы показываете добрый, хороший, яркий пример. Ну, если позволите, я так немного, мы же все лекторы, любим долго и много говорить. Хочу сказать, что, дорогой Ринат Максимович, еще раз мне вдвойне-тройне приятно видеть такого молодого, энергичного, болезни в прошлом году, а не в прошлом. Впереди еще много чего. И хочу я по поручению главы Чувашской республики огласить его распоряжение за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед Чувашской республикой наградить памятной медалью столетия образования Чувашской автономной области Харисова Рината Максимовича. Спасибо, спасибо. Зурахман. Ну вот столетие нашей автономии посвященной был издан такой альбом, Ринат Максимович, это тоже вам, мой старший товарищ. Тебе, Ринат, если так можно, я думаю, что наше долголетие позволяет так выражаться. Это тоже вот. Рахмат, еще раз. Хайырлы күн, хөрмәтле кичәдә катнашучылар, добрый день, уважаемые гости. Я не знаю, как сложится этот год дальше, но первые 4 месяца можно со смелостью сказать, что это год совместной работы Чувашской республики и Республики Татарстан. Почему? Потому что буквально недавно мы завершили замечательный проект. 80-летие отпраздновали со дня образования Казанского обвода и Сурских рубежей. Это та страница нашей истории, о которой мы не можем не вспоминать, когда наши народы вместе в далеком 1942 году
причем от Чувашии более 100 тысяч людей, от республики более 100 тысяч людей самоотверженно на протяжении 330 километров сделали то, что и называется самоотверженный труд в тылу. В этом году мы совместно также рука об руку готовимся праздновать замечательный праздник Уяв, который будет 10 июля. Буквально недавно прошел круглый стол совместно с Институтом Чувашии. И вот это вот взаимоотношение, которое вот сейчас как раз находится на пике, и сегодняшний день, когда наши культурные деятели в год культурного наследия и год культуры народов Российской Федерации, мы празднуем этот замечательный юбилей. Ваш юбилейный год, Ренат Махсумович, Валерий Владимирович, ваш юбилей, насколько я знаю, был в прошлом году, потому что действительно литература, еще и Марджанин говорил, это язык, традиции, это та основа, которая держит народ, держит традиции народа. И пока у нас есть такие люди, как Ренат Махсумович и Валерий Владимирович, у нашего народа и у нашей культуры действительно есть будущее. Огромное вам за это спасибо. И, пользуясь случаем, уважаемый Валерий Владимирович, разрешите от имени Министерства культуры Республики Татарстан вручить вам благодарность министра за вклад в развитие культуры. И вот буквально в столетии у нас вышла книга, которая называется «Татар Дуньясы», «Татарский мир», которая включает в себя всю историю. И я уверен, что вы любитель истории, эта книга вам очень понравится. Бигзур Рахмат, спасибо. Бигзур Рахмат. Biz bunlarimiz, Сулайман, алга тугандар, алга. Спасибо. Памятное фото. Зоя Ахмед, большое спасибо. У нас сегодня не только почетные гости, но и гости со своим музыкальным подарком. Уважаемые друзья, пианист и композитор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, член Союза композиторов России, член Союза композиторов Республики Татарстан Ильмир Низамов у нас сегодня в гостях. И разрешите пригласить певец, профессор, заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов Казанской консерватории имени Назиба Жиганова, заслуженный артист Республики Татарстан Ильсур Ибрагимович Айнатулов. Звучит романс на стихи Рената Хариса. Премьера. Этот романс я написал к юбилею Рената Махсумовича Хариса, и он еще его сам не слышал, так что это подарок для всех, для нас. Двойной подарок. Да. Hürmetli dostlar, tuğanlar, konservatoriyadan sizge bek köp salamlar. Biz şan ko'ngildan bek Maqsumovich yaratamiz. Anarga esenlikler, sog'liqlar, g'aylada tegizliklar, shulay motorini ayttirib, o'zingiz yozgancha Allohning rahmati, yomon bir rohatlik dunyosida uzoq sizlarga nasib bo'lsin. Şulay ayttirib, Ilmir narsa Renat abi boshqarib, mana meshdan chiqqanini da endi bilan bu jirni Ilmir, men bu so'zlarni o'qigach, men endi so'zlar Ilmir shunday motor jirin keyin yozgan edi. Kızlar öttü, güneş kışlar jitmey, arakta yaşayım elimim. Barda elek keşem, koyadır küşem, anlayamıyım halimden.
bir rahatlık dünyasında gezer. Этот романс для меня был действительно сюрпризом. Даже появление этих моих друзей – большой сюрприз. Все-таки, когда сюрпризы такие, это очень приятно. Романс как раз в какой-то степени подходит к моей душе. Когда еще старость совсем тебя не одолела, а молодость все еще подступает, вот между ними как раз звучит вот этот романс. Поэтому я очень-очень благодарен и моему другу, с ним мы написали «Алтын Қазан» деген мюзикл, в театре оперы и балета идет. С ним мы написали оперу «Қарапулат». Вот 5 дней подряд будет на сцене Тинчуринского театра идти. Если сумеете найти билет, постарайтесь. «Қарапулат» — это замечательно. Я вчера посмотрел, и моя душа была полна теми чувствами, которые приходят в ум двух народов, татарского и чувашского. Ибо Қарапулат стоит на Булгарской земле. Это Булгарская земля, та земля, которую считают своей родиной и татары, и чуваши. Зор рахмат сізге. А профессор Айнатулов — это мой земляк, буинец. Я тоже очень горжусь надо мной. У него 2 дочери, которые обе могут исполнить образ Сюмбике, певицы замечательные, и одна пианистка. Так что флейтистка, и одна флейтистка, и он исполняет мои романсы, которые, первым он исполняет мои романсы. Я ему бесконечно благодарен за то, что песня ведь имеется в душе, и стихи, и музыка в душе имеется, а одухотворяет это объединение, соединение, певец в голосе певца, все. Зур рахмат. Спасибо большое, Виктор Ибрагимович Эльмир Низамов. Спасибо за такой сюрприз, за премьеру. Мы знаем, что много произведений Рената Харенса были переведены на чувашский язык, много произведений Тургая были переведены на татарский язык. И, Валерий Владимирович, я прям смотрела на ваши глаза. Нет, не торопитесь. Я смотрела на ваши глаза. Вы, по-моему, уже перевели с татарского этот романс прекрасный. Я думаю, что скоро мы его услышим, Алла Верса, на чувашском языке. Разрешите предоставить слово заместителю министра образования и науки Республики Татарстан Назаре Загреевны Закировой. Рахмет. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас всех от имени Министерства образования и науки нашей республики. И с огромной благодарностью нашим гостям хотел бы передать самую искреннюю благодарность нашего министра Ильсура Караевича Хадиуллина. Сегодня какой день у нас? 19 мая. 100-летие пионерии. Я думаю, что пионерия воспитала нас всех, чтобы мы были готовы к любым, к любым заданиям нашей партии, нашей Родины. Поздравляю всех со 100-летием пионерии нашей. Спасибо огромное нашей пионерии за то, что нас воспитала в духе патриотизма. И, уважаемые коллеги, я бы хотела еще вот на что обратить внимание. Система образования воспитывает подрастающее поколение. Сегодня дети – это завтра наше общество. И судьба каждого ребенка сегодня как никогда зависит
от мудрости и мастерства учителя, от мудрости и мастерства педагога. А наших писателей мы воспринимаем как самых лучших педагогов, как самых мудрых учителей. Искренние слова благодарности от имени Министерства прежде всего за то, что ваши произведения воспитывают, начиная с дошкольного возраста, студентов и нас, всех, кто служит государству, кто служит Родине. Спасибо огромное за ваш необыкновенный труд, за словесную легкость, за открытость вашего творчества. Бұлардың барысы да біздің балалардың тәрбиелерге болша. Шоған күрі ихлас көңілмен, өзіңіздің Мәгариф һәм фән министрлыгы исеменнән сезгә министрның рәхмәт хатын тапшырам һәм хатын кыз буларак чәчәк яратам. Шуңа күрә біз сезгә шундый матур букетлар алып килдек. Туган көннәрегез құтлы булсын. Ихлас күңелегездән рәхмәт. От всего педагогического сообщества огромное слова благодарности вам. Спасибо огромное. Герат Максимович, Олег Владимирович, фото на память. Возможно, даже исторические кадры. Ну и, конечно, подарок для вас, уважаемые юбиляры. Чинада бugün бүләкләрегез бик күп, бик зур бүләкләр. Хамидов, подарок для вас, уважаемые гости. Герат Максимович, булышыймы? Мин дә чәчәкләр яратам. Чуть попозже мы наших героев посадим. Уж хочется, чтобы вы тоже смотрели, потому что мы подготовили для вас концерт. Действительно, сегодня для вас эту программу подготовила Ассамблея Дом дружбы народа Татарстана с нашими силами. И разрешите представить для вас студентку и активную участницу Дома дружбы народа Татарстана, студентка Казанского государственного института культуры. Сама она уроженка Башкортостана, но она с удовольствием поет и на татарском, и на чувашском, мы еще ее тоже услышим. А для вас поет прекрасную песню, которая олицетворяет нашу Русь, нашу Россию. Алсу Магданова. Гляжу в озера синие,
Действительно, два народа, две судьбы, но нас объединяет большая Россия. И даже сегодня две республики, Татарстан и Чувашия. И так получилось, так звезды, наверное, сошлись, и так, наверное, должно было быть, что вот нашей ассамблее народов Татарстана скоро исполняется 30 лет. В этом году годовщина. И руководитель ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана тоже Чувашия и Татарстан. И разрешите предоставить слово председателю, заместителю председателя Совета Ассамблеи, руководителю исполнительного комитета Константин Геннадьевич Яковлев и заместитель председателя Совета Ассамблеи, директор Дома дружбы народа Татарстана Ирек Ильдусович Шарипов. Хайрлы экен, Ирагун, добрый день, дорогие друзья. Я не знаю сегодня, как Владимир Тургай, Ренат Харис счастливы. Я, наверное, больше их, наверное, счастливее. Потому что вот эту сегодняшнюю встречу мы давно задумали. Ну, здесь всякие у нас вирусы, еще что-то там. Наконец-то сегодняшняя такая теплая, душевная встреча, она у нас сегодня состоялась. Благодаря двум великим сыновьям двух народов. Не зря мы назвали вот так вот литературный вечер «Два народа, две судьбы». А судьбы у них действительно удивительные. А в них я сегодня вот не могу просто все вам рассказать, все, что у меня в сердце, потому что это долгая история. Это история двух замечательных людей, которые, наверное, я не знаю, каждый человек любит жизнь, но они, наверное, намного еще больше любят. Потому что, как вот жизнь подсказывает, я их давно знаю. Уже не знаю, как себя помню, так знаю. Это действительно истинные патриоты, это те люди, которые творцы мира и созидания. Они всю жизнь строят мосты дружбы. Вот то, что сегодня две республики живут в мире, согласии, любовью друг к другу, изучая свою культуру, конечно, прежде всего благодаря вот этим двум сегодня замечательным людям. Вот как-то я всегда вспоминаю такой не очень хороший уж момент. Это был, по-моему, в театре Константина Иванова, отмечали юбилей Владимира Тургая, 50 лет тогда, да? Меня пригласил. Я вышел на сцену без всяких мыслей и сказал, ну, действительно гениальные люди они, понимаете, их нельзя не купить ни за деньги, ни за что, ни материальным благо, они всю жизнь работают без денег. Пишут, говорят, что хотят, творят, радуют нас. Это те люди, которые не за деньги работают. И вот на этой сцене я вышел и сказал, я говорю, ну действительно, говорю, великий Валерий Тургай. Я говорю, министром можно стать, любой, говорю, может. Но, говорю, народным поэтом, любимым поэтом народа не каждый станет. И после этого меня ночью министр культуры звонит, говорит, ты что, имели в виду? Понимаете? Я говорю, я же имел в виду, говорю, не про вас. Я говорю, что любой может министр стать, но народным поэтом не станет. И через 5 лет я становлюсь министром культуры. Вот эта история от человека, я хочу сказать, конечно, хоть убей, я никогда поэтом не смогу стать. И не каждый может, но министром любой может стать. А что? Любой может, Валерий Тургай. Любого назначите завтра, хоть 3 дня поработать, он будет. Вот так. Но народным поэтом вас на 3 дня не назначишь. Это родиться надо. Это от Бога, от земли готово, от родителей дано человеку. И что они вот, Ренат Максумович, я не знаю, как я его люблю, уважаю, потому что это вот для меня это символ стремления к будущему. Я еще один момент вспомню про Рената Максумовича. По-моему, это было у вас юбилей 70 лет был, по-моему, да, 70-летие, это Булгари. Или 65, 70, наверное, был, да. 20, он взял мальчишник, 25 мужчин. Среди них единственный я был чуваш и русский. Мне русских не было, там все были татары, и я был один чуваш. Это почет? Нет? Да, а там какие люди были? Там великие люди были, очень известные были, понимаете? И ради меня они говорили вот на русском языке. И когда Ренат Максумович мне написал строчку, помните, книжку подарил,
знаете, я это всегда берегу и говорю своим детям, внукам уже теперь, внучатам, у меня двоих там, да, это великий человек-творец. Поэтому я могу пожелать, много могу сказать, хочу просто вам пожелать здоровья, здоровья, здоровья. И очень я мечтаю и хочу, чтобы ваши, вот каждые 10 лет, ну хотя бы каждые 5 уж будем, не будем, каждые 10 лет мы еще будем с вами встречаться и проводить эти встречи. Пусть люди радуются. Пока вы живы, пока вы есть нам чем гордиться. Прекрасная молодежь, какие талантливые у нас девчата, мальчишки. Это и школа, и будущее, как уже было сказано, это благодаря таким великим людям, творцам. Поэтому вы сперва скажете, наверное, потом награда. У нас тоже награды есть. Мы сегодня награды от Фарид Хайрулловича, которую просил... Дорогие друзья, Ренат Абы, Валерий Владимирович, мы очень счастливые люди, люди, которые работают в Ассамблее народов Татарстана, в Доме дружбы народов Татарстана, руководители наших национальных культурных объединений. Потому что это то место, куда каждый народ приходит с самым лучшим, что у него есть. Со своими звездами, со своими народными поэтами, писателями, если они у них есть. К сожалению, не у каждого народа, уже сегодня мы это изучали, есть свои народные писатели. На площадке Дома дружбы мы имели честь чествовать народных поэтов, писателей Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл и не только. Это счастье жить в одну эпоху с вами, потому что эпоха, она не всегда вспомнят даже государственных деятелей, которые работали в этот период. Но мы всегда будем знать, что мы жили в одну эпоху с Ренат Абы Харис, потому что это эпоха ваша, Ренат Абы. А Чувашия, ну и мы с вами тоже, Валерий Тургай, живем с вами в одну эпоху. Ну и благодарность. Лет 5 назад я посвятил своей жене стихи. Но так как татарских поэтов она знает все, я нашел стихи Валерия Тургая. И вот прочитал у нее на дне рождения стихи Валерия Тургая, которые он посвятил своей жене, по-моему, в свою очередь, потому что она называется. Прошло 5 лет, до сих пор, когда переполняет чувство, мы всегда вспоминаем, какие же ты стихи мне посвятил. Я признался, что это твои, конечно, но стихи очень хороши. Спасибо вот за эти мгновения дружбы, общения, которые мы всегда имеем. Счастья, здоровья всем нам, счастливым людям. Рахмат. И подарки. Да. Можно вас чуть-чуть посередине, да, друзья? Нагрудным знаком за сохранение и укрепление народного единства награждается Ренат Максимович Харисов. Нагрудным знаком за сохранение и укрепление народного единства награждается Валерий Владимирович Тургай. Памятное фото. Две легенды, два народного поэта, друзья. Не это ли счастье наблюдать за этим прекрасным процессом? Спасибо большое. Зор рахмет. И в подарок гостья из Республики Чувашия. Солистка оперы оперного Чувашского государственного театра оперы и балета Валентина Двойнова. У нас сегодня в гостях звучит романс на слова Валерий, перевод Валерия Тургая. Добрый вечер. Ерте
Максимович, Валентина. Только что для вас прозвучало произведение «Кашкараманс» он называется у нас. Вот мы еще не слышали в таком исполнении, очень замечательно. Приятно слышать свои родные ноты, но на другом языке. Уважаемые друзья, разрешите предоставить слово заместителю председателя Союза писателей Республики Татарстан Рифату Джамалу, а также вот два наших героя, два поэта давно и плодотворно сотрудничают с газетой «Сувар». И мы приглашаем главного редактора, руководителя филиала «Татмедиа», редакции газеты «Сувар», председателя Союза чувашских писателей Республики Татарстан Ирину Федоровну Трифонову. Рахим интерес. Дорогие юбиляры, вас поздравляю от имени Союза писателей и от имени председателя Михаила Зайдуллы. Это ваш у обоих друг, к сожалению, он не мог. Я бы хотел сказать, что мы сегодня присутствуем на празднике двух аристократов поэзии. Я думаю, это новое выражение, но это действительно соответствует. Потому что, к сожалению, в последнее время вот с развитием соцсетей у нас все стали поэтами. Да, и у меня у самого такое стихотворение есть. У нас все поэты. Нет человека, который бы хотя бы строчку не написал в порыве души. У нас у всех бывает состояние, когда действительно из нас вытекают какие-то чувства в виде стихотворений. Но вот я в соцсетях, у меня есть, активно участвую, осознанно хочу довести, все же для читателей немножко более-менее, а чего только там нет. И все считают свои писанину стихами. И, к сожалению, столько макулатуры стало в последнее время. Люди, вот один раз мне принесли книгу в районе, руководитель средней руки с более-менее нормальной зарплатой книгу выпустил. Для меня книга святое. Нас всех воспитала книга, но эту книгу мне хотелось отдать. Потому что, пользуясь, что он имеет материальные возможности, человек выпустил просто то, что нельзя было выпускать. Потому что мы в последнее время у людей готовим, воспитываем очень дурной вкус. Вот мы сегодня, если обратили внимание, два романса слушали. Романса слушали. Совпадение? Но у обоих романс. Потому что это песня, это настоящее искусство. Они секря битарван, жерлитарван. Один раз мне один руководитель говорит, я говорю, ну это сколько вы можете приглашать? Я не буду называть кого. Он говорит, народ же слушает. Я говорю, народ слушает того, кого вы выставите перед ним. Вы, руководители, кого выставите, того и они будут слушать. И будут считать, что это нормально, естественно, это искусство. А вот, пользуясь тем, что здесь руководители и культуры и нашей республики, и Чувашской республики, на этот момент, видимо, надо обращать внимание. И литература должна быть именно предпочтительно аристократов, поэзия, искусство, чтобы люди понимали, что не это является искусством, а вот оно должно быть доступной. И еще, значит, я чуть-чуть злоупотреблю, раз уж сюда вышли, значит, вот были же прежде, какие комиссии они отбирали, допускали, прочее, они сейчас называют цензурой. Это не цензура, это отбор качественной продукции. Поэтому это, наверное, мы
наверное, обратили внимание, тихо-тихо возвращаемся к тому, что было. Я тоже поздравляю всех вас с Днем Пионерии. Вот уже проект там закона ввели, потому что мы все воспитаны пионерией. И мы вот все, наша Родина, Советский Союз. Все мы дети крестьянские из глухих деревень, благодаря Советскому Союзу стали кем-то. И я никогда ни одного слова не скажу против этой моей Родины. Вот. И еще один момент, мы присутствуем, тоже не такое частое явление, Я лично, например, почти не признаю переводы стихов. Я считаю невозможно перевести стихи, потому что они состоят из мыслей и из красоты слога. Красоту слога того языка, в котором творил поэт, очень трудно перевести. А в данном случае, вот мы видим такую пару, которые, несмотря на то, что они два разных поколения, одному же столько-то, другому еще не столько. А чтобы вот так удачно перевести, люди должны быть одного состояния. Они должны не просто понимать друг друга, они должны понимать, чувствовать друг друга. Потому что поэзия — это чувство из всего. Поэтому, я думаю, это счастье не только этих двух аристократов из поэзии, это счастье двух народов, когда они делятся своими творениями между народами. Поэтому я вот горжусь, что они являются, Ринат Максимович является членом нашего союза, и рад, что здесь Валерий Тургай тоже наш практически. Поэтому вам еще долгого совместного творчества. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Замечательный вечер, и хочется поблагодарить организаторов. И как сегодня прекрасно ведущая отметила, действительно сегодня тут представители двух великих народов — чуваш и татар. Говоря о героях наших сегодняшнего вечера, о Ринате Максимовиче и Валерии Владимировиче, то, что это те люди, которые очень тонко чувствуют именно все движения человеческих душ. Для меня литература — это именно тот нравственно-духовный, культурный багаж народов. И, Рифат Джамал, я думаю, вы зря переживаете. Во все времена, даже во времена Пушкина, Толстоя и Аксакова, были разные поэты, писатели, но через сито времени проходя остаются вот такие жемчужины. И благодарна Ринату Максимовичу за то, что именно он тогда всегда выражается в таком взаимодействии, в слиянии. То есть как все равно монобукет, он красив, но он сдержан, он может. А вот такой букет из полевых цветов, такой, где много разных, да, он намного краше, вот, и ярче. Вот, пожалуйста, что мы видим. Поэтому еще раз выражаю вам огромную благодарность за ваш труд, за ваше творчество, и желаю вам долгих-долгих лет и творческого, и жизненного долголетия. Спасибо большое. Спасибо за ваши теплые слова, Зур Ахмед. Подарочки Ассамблеи народов Татарстана, в которой вовлечены и проживает более 173 народов, проживает в нашем Татарстане. И, конечно, третий народ по численности после русских, после татар, это, конечно, наши чуваши. Разрешите предоставить, сейчас они исполнят народную песню, а исполнит Анжелика Еремеева, студентка Чебоксарского государственного института культуры, и Алсу Магданова, студентка Казанского государственного института культуры. Татарочка и чувашка. Встречайте!
Алсу Магданова. Чувашский ансамбль «Ümit» у нас создался в Ассамблее Дома дружбы народа Татарстана. Тафтапуш, теперь мы тоже умеем говорить. Значит, правильно я это называю, да? Тафтапуш, спасибо большое. Все мы знаем, что свой родной язык можно сохранить только в семье. И пример к этому семья Чаркиных. Это самые настоящие активисты Чувашской национальной культурной автономии. И давайте мы сейчас поприветствуем их детишек. Это Стефания и Стеша Чаркины. София и Стефания, да. Можно. Народа Татарстана. Жемчужинки. Vatan haline, ne se koyan
Кадирова. Арасында татарлар да, урыслар да, удмуртлар да, чувашлар да, барысы да, матур депутаттар, телевизионер. Уважаемые наши герои вечера, Ренат Максимович, уважаемый Валерий Владимирович, мы приготовили вот эти два почетных места для вас, чтобы вы здесь расположились, чтобы с глазу на глаз с вашими читателями, с вашими поклонниками, которые находятся в зале, возможно, почитали свои произведения. Возможно, у вас тоже есть что сказать, поделиться своими впечатлениями, как он проживается этот юбилейный год для вас. Какие ваши ощущения? Можно вас, пожалуйста, пригласить на эти почетные места? Походит, но поведение вот так красиво, да, как он дөрүлүп жасады. Зачем деп Бирде бизге кора биздин хактагы сүзлөрүнө рахаттанып тыңлап отурган кишилерге бүгүн бек зор рахмет. Большое спасибо всем тем, кто присутствует здесь. Что я могу вам сказать? Конечно, волнительно. Очень волнительно. Вот действительно два народа, единая судьба, хотя две судьбы, но они единые судьбы наши. С булгарских и до булгарских времен татары и чуваши жили вместе. Пили одну и ту же волжскую воду, кто называл Иделем, кто Атылом называл. Одна и та же река. Всегда друг к другу ходили в гости. Вот в моей родной деревне один конец чувашский, другой татарский. Все татары знают по-чувашски, все чуваши знают по-татарски. Поют одни и те же песни, даже, по-моему, не различают, которые из этих песен чувашская, которые татарская. Такого много у нас. Вот здесь сидит академик Академии наук Татарстана Джавдат Сулейман, наш замечательный поэт. То же самое у него и по-татарски, и по-чувашски. Все в их округе знают, он сам из Чувашии, но и из татарской деревни. Вот у нас сидит, интервью дает, оказывается, президент нашего землячества Ирак Мунирович Закиров, Буинского землячества города Казани. Мы кругом окружены чувашами. То же самое, чуваши знают по-татарски, татары знают по-чувашски, друг к другу в гости ходят. Действительно, вот тут уже говорили, таких народов не очень много, которые могли дружить. Вот, например, я знаю замечательный роман Кузьмы Турхана «Свияга впадает в Волгу». Это времен, до ивангрозновских времен, татары, чуваши и друг друга обижали, и друг другу в гости ходили. Все было, но жили одним единым народом, вернее, одной единой судьбой, жили. Единая наша судьба оттуда начинается. Я знаю замечательную повесть «Чувашкызы Анисе». Вот она, как раз Зарифа Башири Тургай добился издания на двух языках «Чувашкызы Анисе». Прочитаете, это же просто замечательная повесть. Прочитав даже эти вот две книги, можно узнать, как два народа относились друг к другу, не только по-братски, ближе, чем даже по-братски относились. И это продолжается. Народы ведь сами не умеют дружить друг с другом, не умеют разговаривать друг с другом. Они разговаривают через своих поэтов, через своих ученых, через свои книги, через свои стихи и через свои песни они понимают друг друга. И
Это существует и на сегодняшний день тоже. Два народа, единая интересная судьба, два поэта, одни и те же слушатели, одинаково хлопают и татарской песней, и чувашской песней, и я думаю, одинаково понятно будет им и наши стихи. Мы много читать не будем. Мне говорили, все говорят, что мне 80, а мне уже 82 год пошел. Потому что я свое 80-летие провел в реанимации. Я хочу прочитать в гениальном переводе гениальнейшее произведение Константина Иванова «Нарспий». Это поэма 25-летнего поэта, действительно всемирное достояние. Я сам хотел перевести это произведение на татарский язык, но Шараф Мударис сделал так, что больше никто из татар уже к этой поэме с переводом не подступится. Замечательно перевел. Ямле буш ой охрында, қияш қары яқтырақ, Силби Чуваш ауылында, қарда әрі яқшырақ, таулар, үрлер қап-қара, қары тамам кеткенге, шыға ширем қоп қойы, қияш нұрын сепкенге, суық, усал, қыш кете, елап, тауышлап, елы бұзлы яш білен, үткен кінін соғышлап, солар ташы гір келе, шықырларда, туғайда, ләкин көп мейлама, қияш қызушылайда, қыш шау келіп бар жеріні күз яш білен юғанда, бала шыға ойнап гүл, шабап ері урамда. Как будто написано по-татарски. Всегда надо в первую очередь вспоминать своих гениальных предшественников. А Константин Иванов является гениальнейшим предшественником всей чувашской профессиональной литературы. Мое стихотворение на русском языке. Если были стихи лишь цветами души, не раздался бы гром в петербургской глуши, не уткнулся бы Пушкин в подтаявший снег, не сбежала б слеза с плотно сомкнутых век. Если были стихи лишь цветами души, разве стали б жандармы в полночной тиши рваться в дом, где хлебнувший всех бед через край, как свеча догорал именитый Тукай? Если б только цветами стихи могли быть, не посмели б Лорку франкисты убить, не сгорело бы сердце Хикмета в огне, беспредельной тоски по родной стороне. Было всякое в мире, но помнишь ли ты, чтобы кто-то кого-то убил за цветы? Для меня одним из тех людей, который открыл всю чувашскую литературу и красоту чувашского языка, был и остается им Петр Петрович Узангай. Я с ним был хорошо знаком. Он меня даже научил петь песню «Васечко Бог». Ходили и пели. Вот у него есть гениальное стихотворение «Эпир полна пулатпар». Біз болғанбыз, бар боларбыз. Ниндегіне жел есмесін, кәфін итәрге бермәбіз, салқын заманалар бәсін.
Вақыт аққан аға ағар, жиһан аңарға улақтыр. Біз болғанбыз, бар болырбыз, эпир полна, пур пулатпыр, афат үтәр, хәтәр китәр. Арынырбыз яралардан, һәм үршербіз ирдә ирлек, хатында хатынлык барда, диңгез кайнап тамырларга мәңге бирә торырдымын. Без булганбыз, бар булырбыз, мы были, есть и вечно будем. Төн белән төн чиратлашыр, бәлки буталар да кайчак. Ләкин бездә яшәү рухы бирүче сүз табылачак. Без булганбыз, бар булырбыз. Һәм кайтыр кайталар булып, эпир полна, пур булатпыр. Мы были, есть и вечно будем. Вы видите в Казани, и не только в Казани, по всему Татарстану наш флаг. В разработке и принятии этого флага я принимал самое непосредственное участие. И когда было очень трудный момент, вот Государственный совет, все депутаты должны были голосовать. Или примем, или не примем. Вот такой вопрос стоял. Некоторые говорили, ну зачем зеленый цвет нашему флагу, исламский. Другие вставали и говорили, а зачем нам красный цвет? Это коммунистический и кровавый цвет. А другие, третьи вставали и говорили, ну зачем нам белый цвет? Это белый флаг поднимают, когда сдаются, и так далее, и так далее. Зал сидит и бурлит. Мухаммедшин Фарид Харулович тогда был председателем, и сейчас он председатель Государственного совета. А я был депутатом, как раз я руководил всем этим процессом. Он мне говорит, Ринат Максумович, есть у вас слово заключительное? Я говорю, есть. И вышел, прочитал вот это стихотворение. У каждого народа свой герой, своя мечта о мудром и великом. Зачем же так бессмысленно порой мы сравниваем муромца с Алыпом? Нет, не князья, крестьянские сыны в лихие дни тревоги и печали, сев на коней за честь своей страны, они мечи из ножен вынимали. Горела степь, красна была вода, звенели стрелы в грудь, входя упруга. Не их вина, скорее их беда, что шли они войною друг на друга. Не сравнивай, не важно кто какой, зазря батыров обижать не нужно, иначе могут в ярости слепой они по камню бросить в нашу дружбу. У каждого народа свой герой, он всех сильней, он всех мудрей на свете. Плечо к плечу стоят Алып с Ильей, одной земли, одной отчизны дети. И не могу не прочитать сидящим здесь женщинам. Называется «Ворота рая». Я шел за Данте в час распада, чтоб увидать все круги ада. По Гёте, смяв закон движения, я останавливал мгновение. Из пепла, словно феникс птицы, Хайям помог мне возродиться. Тукая огненная лира меня спасла из клетки мира, но лишь с тобою, дорогая, я смог открыть ворота рая. Я переводил много чувашских поэтов на татарский язык. Конечно, и Валерия Тургая, Шулай Яшибес Китаба, да вот эта книга, в моем переводе, мы издали его книгу.
я о нем и писал в литературке и так далее. Я специально не читал мои переводы стихов Валерия Тургая, потому что пусть сам перед нашей публикой отчитывается. Виктор Ахмед, Ренат Абый. Дуслык Бехет. Шулаймы? Дуслык Бехет. Нормальные люди, адекватные люди ищут в этой жизни друзей, а не врагов. Это касается и целых народов. Надо искать друзей. Враги они и так появляются, хотя они, может, нужны по законам диалектики, я не знаю. Мы с Ренат Абый всегда искали и продолжаем искать друзей и в Чувашии, и в Татарстане, и по всей России. И это наше огромное счастье. Для меня еще огромное счастье дружить столько лет с великим Ренат Абый, Харисом. Это действительно огромное счастье, это огромное человеческое богатство. Иногда мы звоним друг другу 3-4 раза, особенно когда речь идет о творческих наших делах, о переводческих делах. И второе, от судьбы не убежишь. Я родился в 1961 году, 17 апреля, в деревне Починекинели Комсомольского района Чувашской автономной Советской Социалистической Республики. Тогда так было. Моя деревня находится буквально в 50-70 метрах от границы Татарстана. Раньше был это Апастовский район Ренат Абый, потом разделился огромный Апастовский район, там образовался Кайгитский район. И, естественно, я мальчиком еще слышал татарскую речь, тем более бабушка моя по материнской линии Крашин, татарказы. Вот, мама владела татарским языком. Я не застал, нашу семью раскулачили в конце 30-х годов, к сожалению. Там трагедия большая. Вот. И мама говорила по-татарски, пела татарские песни. Это все же передавалось. И в школе оказались и Кряшин Малайлар, и мусульман татар Малайлар. Вместе мы жили, общались, дружили. И потом так получилось, я с детства слышал вот эту замечательную повесть Зарифу Башири «Чувашская Зайнисе», «Чувашская Унище» по-чувашски. Это действительно шедевр. Это шедевр. Вот. Повесть написана еще в 1909 году Зарифом Башири. А Башири родился буквально в 4 километрах от меня. Это Татар-Чутеево. Там родился знаменитый Карак Шакур. Вот. Шакур рядом родился, недалеко от меня. Ну и на 5 курсе надо было написать мне диплом. Я специализировался по журналистике, мне дали тему «Образ современного героя-труженика на страницах газеты «Коммунизм Ялавы». Ну, Петр Степанович, ну что за тема, а? Я говорю, юг, керекме, не надо, у меня есть тема, я хочу написать о творчестве Зарифа Башири, тем более героиня Энисе из моей родной деревни. И вот я написал дипломную работу Зариф Башири, Чувашпа, туда Туса Горельче. Зариф Башири, посол татаро-чувашской дружбы. По тем временам, в 1983 году, это было очень даже решительный шаг. А потом пошло-поехало, потом познакомился с Ренатом Харисом, я не помню, когда это было, может, 1 000 000 лет назад, может больше. Ну вот, я же говорю, для меня это огромная честь, огромная радость, столько лет дружить с Ренатом Максумовичем. И у нас много общего в мировоззрениях наших, много общего во взглядах. Я иногда говорю, человеческие взаимоотношения очень часто определяют 2 вещи. Симпатия и антипатия. Это подсознательно. Джавдат Шулаймы? Да, дарсне. Вот. Это симпатия и антипатия. И в итоге нашего сотрудничества появилась эта книга Габдулла Тукай, Халагом Цана, Юратором.
главный мой консультант, естественно, Ренат Максумович. Наверное, я звонил тогда в день 3-4 раза. Вот, но очень тяжело дался мне перевод гениального Тугантели. Тугантель и Матуртель. Дело в том, что язык татарца тель, а чувашча чалье. И там еще вот тукая и есть. Мы тоже говорим и чильварит. Но вот здесь же надо соблюдать и рифмы, и ритмы, и так далее, и так далее. Ко мне приехали журналисты из ТНВ, берут интервью. Я говорю, мне не поддается Тугантель для перевода. Там напечатали, тут народный поэт Чувашии признался, что он не может перевести Тугантель, гениальное стихотворение гениального Тука. Есть это в интернете, до сих пор можете найти. Тогда я сказал, неужели я не смогу? Ренат Абы еще раз подстрочник прислал, советовались, и в итоге появился этот сборник. Джавдат помнит, мы провели презентацию этого сборника еще в старом здании Дружбы народов, Дома дружбы народов. И тогда мы поняли, что Тугантель поется на чувашском языке. Дело в том, что профессор Сулейменов в совершенстве владеет чувашским языком. Там еще Фарид Гибадинов оказался, наш замечательный татарин. Он тоже в совершенстве, к сожалению, покойный, владел чувашским языком. Я не помню, кто первым запел, Джавдат Сулейменов или Фарид Гибадинов. И на чувашском языке. Вот оно. Таван Желье. Я думаю, Валентина Двойнова сегодня нам споет. Попозже, Валя, попозже. Таван Желье, Атянень, Ыдарайми, Эткера. Исчесть мана полютанчин, Шильдюбине, Шаклерен. Амин сопкаю рыбуза, мана иссиктереттен, Кайран вара искасерень, Юмах и тлетереттен. Таван Желье, Мен пачакрень, мана исмай параддан, Хаваслан мада савынма, Хощу хурландарадан, Таван Желье, Сана була, и пуслаза кельдуром, Атянем сиредада, мана кажардар тура. Тукай великий, Тугантель, Таван Желье. Ну а дальше уже появился сборник Мусы Джалиля. Я его очень люблю. По характеру мы, кажется, похожи с ним. Я много читал о нем. Хулиганом был тоже во времена гражданской войны. Мне очень близко творчество и Тукая, естественно, и практически перевел с татарского языка. Я лежал тогда в больнице. У меня был текст. На татарском был текст, на русском, к сожалению, не всегда правильно переводили на русский язык Джалиля. Я же татарша чуть-чуть болен. Вот, я сравнивал и, конечно же, руководствовался. Джалиль, Муабит, Тетраджазе, Муабит, Дефтерлере. Ну а потом вот появился этот очень интересный сборник Щичерен Щича, 7 из 7. Здесь стихи самых известных поэтов 7 народов Поволжья и Урала. Такого сборника у нас не было. Здесь поэзия коми народа, марийского народа, мордовского народа, башкирского народа, татарского народа, удмуртского и, естественно, чувашского народа. Татарская поэзия представлена Дермент, уникальный поэт, очень своеобразный поэт, великий поэт Габдулла Тукай, безусловно, Хади Такташ, Муса Джалиль, Фатих Карим, Сибгат Хаким, Ренат Абы, конечно же. Вот эта книга, это сейчас раритет практически, достать уже невозможно. Вот так работаем, так сотрудничаем. Ну и в прошлом году появился, это небольшая, может быть, книга. Дело не в размерах. Не в размерах дело. Дело в том, что здесь, как здесь. Шулай. И приближается юбилей моего великого друга, наставника Рената Хариса. А он подарил до этого вот эту книгу Шулай Яшин, это издательство Магариф. Вот. Татарскому читателю, я думаю, как же так? Мы, чуваши, не благодарный народ. Мы понимаем, долг платежом красен. И тем более я к тому времени перевел его гениальную поэму «Призрак на льде». Оно опубликовано в газете «Сувар». Я вам очень благодарен. Это очень актуальное оказалось произведение в наше время, тем более. Ну и вот,
издали эту книгу. Мы планировали в прошлом году провести презентацию и в Чебоксарах, и здесь, в Казани, но вот это вот пандемия и так далее. Я сейчас хочу, во-первых, выразить благодарность Константину Геннадьевичу Яковлеву. Вы знаете, сколько он сделал, когда работал министром культуры Чувашской Республики, и как потеряла культура Чувашии, когда Константин Геннадьевич покинул пост министра культуры Чувашской Республики. Это правда. И вот сейчас, в эти дни, он, несмотря на свою огромную занятость, я знаю, у вас огромные большие мероприятия здесь проводятся, и ассамблеи участвуют в этом, и Дом дружбы народов, он очень много сделал для сегодняшней встречи. Аплодисменты Константину Геннадьевичу. Я хочу пригласить сюда большого друга Рената Хариса, нашего большого друга. Кстати, уникальный случай. Здесь, в этом зале, присутствует 6 лауреатов международной премии имени Михаила Сеспеля в чувашском мире. В Чувашии это премия, общественная премия, не государственная премия. Очень престижная, поверьте, очень престижная. И вот мы, фонд Михаила Сеспеля, присуждает эту премию. С 1996 года получили премию и дагестанцы, и украинцы, и единственным татарским поэтом, который получил заслуженно премию, международную премию имени Михаила Сеспеля, Ренат Харис. Аплодисменты. Здесь лауреат премии имени Михаила Сеспеля Анатолий Шагаров, герой Афганской войны, кавалер ордена Красной Звезды. Здесь наш замечательный тележурналист Алексей Енейкин. Вчера у него был день рождения, кстати. Поздравляем. Здесь Олег Цыпленков. Замечательный наш тоже мастер, лауреат премии. И, конечно же, Валерий Николаевич Гордеев. Валерий Николаевич, прошу вас сюда. Почетный строитель России, заслуженный строитель Чувашии, генеральный директор строительной фирмы «Комплекс». Знаете, в чем дело? Когда я сказал при Валерии Николаевиче, что собираюсь издать сборник Рената Хариса на чувашском языке, Валерий Николаевич сразу сказал: я буду спонсором. Он не знал тогда, во сколько обойдется эта книга, 100 тысяч, 150 тысяч. Ему было, извините, плевать на сумму эту. Он из-за уважения к Ренату Абы сказал: я буду спонсором, только один буду. Больше не надо никого в это дело привлекать. Валерий Николаевич, вам слово. Гордеев Валерий Николаевич. Добрый вечер, дорогие друзья. Ренат Абы в своем выступлении сказал, что вот то, что татары, чувашский народ, татарский народ, все они переплетены. То есть он родился и вырос, оказывается, в деревне, где жили и чуваши, и татары. Это Ульяновская область. Ульяновская область, да. Я тоже родился в Комсомольский район, это юг Чувашии. У нас тоже там 5 деревень, то есть один сельсовет, сельский совет, и один колхоз, и одна деревня татарская. И мы росли, выросли, учились в одной школе с татарами. Когда я поступил в Горский инженерно-строительный институт, и мы 5 лет прожили с Саид Алмакаев, татарин, он с Сергашского района Горской области. Вот. Так как у нас была военная кафедра, я, значит, после учебы, молодой лейтенант, служил в Забайкалье, Бурятии, город Гусиноозерск, и там мотострелковая дивизия Курская, и там мы попали опять там, в общежитие офицерское, там все, значит, 2 татарина из Елабуги, тоже вот, 2 года там мы все. Вот, и, конечно, вернулся родные Чебоксары, познакомились с Валерием Тургай, и Ренат Харис, вот мы с вами, то есть вы очень много сделали для развития и укрепления дружбы между нашими народами, то есть и как бы постоянно ни одно мероприятие, вот то, что вот, что касается литературной жизни у нас в Чувашии, да, всегда он приезжал. Я благодарен судьбе, то, что вот с вами мы знакомы, тут время, говорят, уже там все пожимает. Дай Бог вам здоровья, вам вот 2 друга, одному 81, другому 61, 20 лет разница.
Ну, два аксакала я вас называю, чувашского и татарского языков. Дай Бог вам здоровья. Мы с Валерием договорились, когда ему будет 80, он отпустит тоже полгода. Два коротких стихотворения. Одно замечательное, известное очень стихотворение Рената Хариса «Ямра монология», монолог Тополя. Ренат Абый читал эти стихи в Чеченской республике, весь стадион встал. Вот, мой перевод на чувашский язык. Ямра монология. Анюстер, Шюлеле, Тезе, Эсманан, Торма, Касан, Епушлоп, Сарылза, Юсме. Ен-женге Сарылза, Юсме, Мана еспить, Чермандарзан, Епушлоп, Шарарах, Юсме. Шара Юсмеде помазан, Мана естабамрен Касан, Тымарым пушле, Йовильме, Тымарым мада коклазан, Епсанан, Вильду Прусинче, Пегенов Тебаргут, Юсме. Гениально. Ну и мое стихотворение в переводе на русский язык. Просто и непросто. Для начала просто, а потом трудней. Все равно прекрасно жить среди людей. И любить прекрасно, и любимым быть, и с теплом душевным другу все открыть. Ежели ошибся, тоже не грусти, ведь прекрасно сможешь извиниться ты и шагать прекрасно ветру вперекор, а всего прекрасней молодой задор. Для начала просто, а потом трудней. Все равно прекрасно жить среди людей. Рахмат, Кавлябуй, спасибо. Сейчас Валентина Двойнова, Великий Тукай, Тугантель, Таван Чельге. Вот, впервые многие услышат эту песню на чувашском языке. Она здесь обязана прозвучать просто, да. Тургай и Тугай едины. Şürdü
Татарстан. Татарстан — это моя родина. Я родилась в Держановском районе. Моя мама здесь, в Казани, получила образование преподавателя истории. Я здесь училась в консерватории, правда, 4-5 курс успела. В общем, я люблю и благодарю наш родной Татарстан. Будьте все здоровы и счастливы. И давайте вечно-вечно навеки дружить, как и раньше было у наших предков. Зур Рахмет, большое спасибо. Тавтапуш, Ешесин Тугантер. Пускай живет родной язык. И действительно, давайте мы с вами будем встречаться вновь вот на таких приятных мероприятиях. Ринат Максумович, Валерий Владимирович, судья Зур Рахмет. Давайте сделаем общее фото со всеми гостями, которые... Девочки, все, благодарю. Честь мне хвала. Это все, благодарю. Вы поддержите. Обязательно. Друг с другом литературы всех народов дружат, дружили и будут дружить, потому что литература – это голос и душа народа, любого. А души друг друга понимают, для них политических границ не бывает. Поэтому чуваши и татары всегда жили вместе, всегда были соседями и всегда делились и с хлебом, и водой, и с чаем делились. Поэтому вот дружба чувашского и татарского народа укрепляется дружбой двух литератур. А литературы – это конкретные люди, конкретные писатели. И вот когда дружат писатели двух народов, значит, это уже основа укрепления дружбы народов. А дружба народов всегда укрепляет основы государственности. Поэтому русские, татары, чуваши, башкиры, удмурты, мари, мордва и все остальные народы, если будут вот так дружить, основа нашей государственности российской будет крепнуть и крепнуть. Вот сегодняшнее мероприятие как раз является свидетелем вот этого.